Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин, и это телепередача «Память поколений». Хочу напомнить, что телепрограмма СМИ «Точка» взаимодействия вместе с музеем города Якутска раскрывает тайны старого кладбища на Хатунуряхе, столице Якутии. И здесь мы хотим создать исторический памятник под охраной государства и открыть сквер поколений. Напомню, что мы нашли уже семьи Лукиных, поговорили с представителем потомков Новгородовых. А сегодня я хотел немножко рассказать, что мы еще нашли. На сегодняшний день мы ведем поиски исторических документов в Национальном архиве Республики Саха-Якутия. Хотелось бы очень сильно поблагодарить директора и всех его коллег за то, что они нам помогают. Уже найдены определенные исторические документы, доказывающие, что вот здесь это кладбище достаточно древнее. И нагробный камень, который здесь найден, это доказывает. Плюс есть исторические документы о том, что здесь происходили все-таки захоронения, и здесь были казацкие вотчины, так сказать. Хотелось бы напомнить, что слово «дача», оказывается, идет от того, что царь-батюшка России наделял казаков наделами, то есть даром, и казаки называли это дачами. И вот здесь в Хатунуряхе они строились, свои дома, распахивали землю, растили рожь. Много интересных вещей оказывается в архиве нашем национальном. Мы встречались с потомками семьи Новгородовых, и здесь неожиданно оказалось, что наш известный мерзлотовед Якутии, почетный гражданин города Якутска Виктор Шепелев является потомком этих людей, которые здесь захоронены из семьи Новгородовых. Где-то здесь, к сожалению, из-за вандализма теперь не установить, захоронен дядя Виктора Шепелева. Дело в том, что мы тогда в той передаче говорили о том, что вот семья Новгородовых, да, мы нашли фотографии и так далее. И здесь женой старшего Новгородова является Татьяна Васильевна Новгородова, но она в девичестве Шепелева из Табаги. Еще узнали, что здесь, где-то вот здесь, лежит отец Дмитрия Тролукова. Дело в том, что он участник войны, и Дмитрию Тролукову, который рассказывал об этом кладбище, было всего год, когда отец умер. Мы более подробно об этом узнали очень из книги Радия Семеновича Шепелева. Это как раз потомок Шепелева. Вот мы специально поставили книгу на Алексея Дмитриевича Новгородове, потому что он был работником якутской типографии. И Радий Семенович, к сожалению, недавно ушел из жизни. Работал он у нас на Саха на радио. Вот издал вот такую книгу семьи Шепелевых. Я сейчас покажу, да. И здесь есть потомки Новгородовых. И мы попросили Виктора Шепелева, нашего почетного гражданина города Якутска, встретиться с нами. Ну, от старого кладбища впечатление какое. Дыхнуло таким былым прошлым. Сразу воспоминания. Потому что я здесь в 50-х годах. Вот у дяди Гоши, он был уже на пенсии в то время. Ну и руки у него были такие, он принимал заказы на столярные работы. И вот я на летние каникулы здесь вот
в общем-то, проводил время. А дядя Нет. Гоша это кто? Это вот мой дядя Григорий Васильевич Шепелев. Ага. Вот он здесь похоронен. В 53-м году, да? 53. Вот в 51 году мы приехали сюда, в Якутск, с Хабаровского края. Останавливались у них. Не знаю, со слов Дмитрия Новгородова, вон там его тетка лежит. Вот это остался остов. А вот где Шепелев лежит и Новгородов отец, Луков, отец, Вот Шепелев где-то, дядя Гоша где-то вот здесь тоже есть. он может где-то вот вон там лежать. Видите, там, вот смотрите, вот бугорочек, да, непонятный. Здесь все снесли, ничего нет. Вспоминаю его похороны, это была зима, январь, по-моему, месяц. И когда сказали, что он умер, мы жили в городе, а отец работал в МТСе. Машино-тракторная станция была за городом. Ага. Вот. Он договорился с лошадью, и мне сообщил мне, чтобы я взял эту лошадь, пригнал сюда. Вот. Ну вот я взял эту лошадь с санями, чтобы потом перевезти гроб. Вот. А мороз был где-то под 60-65 градусов, ну где-то так, за 60, 61, 62, очень морозно было. Туман, и я сбился, и уже думал, что не найду. Ну, наконец, в общем-то, выбрался, приехал, они уже вот вынесли его в ограду, тело. Вот, то есть я успел, погрузили на сани, и вот приехали сюда, здесь похоронили. Скорее всего, вот это вот могилочка. Почему это? Потому что отец, вот, или отчим этого Дмитрия Турлукова, он был очень такой знатный плотник. Кто? Плотник. Угу. И он, в общем-то, видно, что это одно и то же. Видите? Вот что у них и что здесь. Кто делал эти оградки примерно? Это Василий Васильевич Филиппов делал. А вообще чем знаменит вот ваш дядя, а? Ну, он чем знаменит? Он, в общем-то, работяга такой, в общем, труженик. Он на год младше моего отца, но не участвовал, хотя отец был участник гражданской войны мой, а вот дядя Гоша, он хоть на год и младше, но не участвовал в войне, не был участником и Великой Отечественной войны по состоянию здоровья. А отец у меня был и участник и гражданской войны, брал Перекоп, его так и звали эти родственники. Он дядя Перекоп идет. Вот. И в Отечественную войну был мобилизован, год пробыл, и через год его привезли умирать, в общем-то, потому что язва открылась желудка, и сказали, что вот он должен умереть. Мы доставили вам его пока живого. Но мать его выходила, в общем-то, он долго еще прожил. А что можете рассказать о своей тете, дяде, наверное? Правильно я говорю, нет вообще? Ну да, Татьяна, тетя Таня, это родная сестра моего отца, старшая. Она родилась в 1887 году, а отец 13 лет спустя, в 1900 году. Ну, знаете, я вот, когда ее впервые увидел, а увидел я тогда, когда мы приехали сюда из Хабаровского края. Это был 1952 год. Вот когда я впервые увидел ее, сразу вспоминаю стихи Некрасова о женщине, о русской женщине. Вот это вот русская женщина, самая настоящая, работящая, руки, труженицы просто. Это действительно руки человека, который знает, что такое труд. Она, в общем-то, и корову держала, огород большой был у них, как обычно здесь.
И вообще вот русские принесли на эту землю не только огородничество, но и пашни, посевы зерновых сеяли и пшено, и рожь урожалась здесь. Вот благодаря вот тому, что сюда переселялись русские. Все они, в общем-то, вписались, что ли, в эту жизнь, прекрасно говорили на якутском языке, даже соревновались о том, насколько грамотно они говорят, читают, пишут. То есть они вот нашли, в общем-то, такой подход, что здесь они, в общем-то, были не гостями, а, в общем-то, желанными людьми. Чем занимался Дмитрий Степанович? Вы же здесь, говорят, вы были даже, да? Да, конечно, все время было, очень часто. Поэтому, а он был великолепный наездник, Дмитрий Степанович. Да ну. Казак, самый настоящий. Когда он садился на коня, это было любо-дорого посмотреть. Это действительно осанка казачья. Вот он, в общем-то, выкрал, посадил на лошадь и увез. Вообще они настолько гостеприимный народ был, это вообще все городская родня, он собирался у них, настолько они были хлебосольными. Все, что у них есть, все выставлялось на стол. Довольны всегда были любому гостю. Вот это вот гостеприимство, это вообще поразительное. А гостеприимство это что? Это черта доброты. Как говорил Евтушенко, доброта – основная черта. Доброта не какая-то малость. Если в людях жива доброта, значит жизнь их вполне состоялась. Вот я считаю, что их жизнь, вот этой пары, она состоялась действительно. Это люди любили друг друга. Он заботился о ней как о молодой невесте. Вот я когда был вот у них, это Дмитрий Степанович просто усы подведет, сядет, значит, рядышком с ней. Ну и такие ласковые слова всегда. Вообще вот ваше отношение вот к средствам массовой точки взаимодействия, наша идея создать здесь сквер, как вы считаете, нужно это делать? Ну идея это просто, это человеческая идея, в общем-то. Так должны поступать, потому что без памятства оно сказывается на людях, особенно на потомках. Это, в общем-то, как говорил Пушкин, в общем-то, те, кто помнят прошлое, они, в общем-то, проживают как бы две жизни. И прошлую жизнь переживают, и живут вот настоящую. Так что идея очень великолепная, я считаю, память. Нужно довести эту идею, реализовать эту идею до конца. Если будет какая-то нужна помощь, то я готов вложиться тоже. Вот. Ну и поддержать эту идею как почетный гражданин города Якутска. Я вот говорю, что, в общем-то, поддержка с моей стороны будет всемирная, так будем говорить.